В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». В Якутске начались гастроли театра кукол Бурятии «Ульгер». Об истории, традициях и современности театра, обладателя нескольких золотых масок, мы поговорим сегодня с художественным руководителем этого замечательного коллектива Эрдени Жальцановым и артистом-кукловодом театра Аллой Натансон. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И начнем наш разговор с того, что ваш театр называется «Ульгер». Что это означает? И расскажите об истории театра. Ну, «Ульгер» с монгольского переводится как «легенда». Легенда, сказание, сказка, можно так назвать. Вообще вот эпическое произведение ГСР – это тоже «Ульгер», так же как якутский «Аланхо». И ульгершины – это сказители, которые в течение многих ночей в устной форме рассказывали вот эти ульгеры. И очень удачное название нашего театра, так как в репертуаре нашего театра очень много ульгеров, то есть сказок, легенд, сказаний и так далее. Вообще театр наш был образован в 1967 году, буквально вот в прошлом году мы отмечали юбилей нашего театра, 50 лет. И в нашем театре более 50 спектаклей, которые сейчас очень хорошо, скажем так, такой широкий спектр представлен разных жанров этого театра. Начиная от перчаточных кукол, заканчивая очень сложными марионетками. И хотелось бы сказать о том, что в нашем театре очень много было замечательных режиссеров, которые стояли у истоков нашего театра «Ульгер». И на сегодняшний день основная группа наших артистов – это выпускники Восточно-Сибирской академии культуры, в частности, наша народная артистка Республики Бурятия Алла Натансон. Есть ребята, которые окончили Санкт-Петербургскую театральную академию. И всего у нас артистов 20 человек. А гастроли театра в Якутии оказались возможны благодаря проекту «Большие гастроли». Часто ли гастролируете и что означает для вашего театра приезд в Якутию? Ну вот вы сами сейчас сказали, «Большие гастроли» – это очень хорошая такая программа, которая начала свои действия уже второй год работает. И очень удачно, что мы приехали к вам в гости. До этого по этой же программе мы побывали в разных городах России, в том числе в Москве, в Татарстане, Мари-Эль, в Башкирии, в Монголии. И на будущий год мы планируем Северный Кавказ, опять же в Москву, в Тамбов и, возможно, в Туву. А для нас, что означает приезд в Якутию, это укрепление наших творческих связей с ТЮЗом вашим. И очень хотелось бы, конечно, побывать в городе Нерюнгри, где базируется театр кукол якутский. Мы с ними, кстати, тоже пересекались, они приезжали к нам на наш фестиваль. Но для нас это, конечно, большая радость, приезд сюда, к вам, в Якутск. Почему? Потому что мы здесь до этого еще никогда не были. Это наш первый такой вояж творческий. И мы очень надеемся на укрепление дальнейших наших творческих связей. Возможно, что будем приглашать ваших режиссеров, и наши режиссеры будут к вам приезжать на постановки. Судя по отзывам на вашем сайте, в репертуаре спектакли интересны не только юному зрителю, но и взрослой публике. Для вас кукольный театр больше развлекательное зрелище искусства, нежели воспитательный процесс? Ну, я так не считаю. Я думаю, здесь и то, и другое актуально. В нашем театре, как уже было сказано, более 50 названий.
Вот, поэтому можно сказать, что это и семейный театр. Очень много спектаклей, на которые, придя со своим ребенком, родители точно так же погружаются в детство, в сказку, верят в чудо, и это прекрасно. А воспитательная, конечно, воспитательная функция, но она развлекая воспитает, вот, воспитывает. И То есть ничего не мешает совмещать все эти функции? абсолютно, потому что театр кукол настолько универсальный язык, который понимают от мала до велика все. А расскажите, пожалуйста, нам, как обывателям, чем отличается артист-кукловод от обычного артиста театра? Ну вот среди кукольников есть такая вот поговорка, что мы универсалы, потому что основы все те же самые подготовки актерского мастерства, но плюс еще и кукла, оживление неживого. Драматический артист, вот он сам по себе на сцене, вот я, мои 2 руки, 2 ноги, мой голос, прекрасное лицо, вот, выразительная пластика. А кукольник, между тем, владея всем этим, еще владеет и вот куклой вдобавок. Вот ее оживляет, он к ней находит какой-то подход, ее манера разговаривать, голос, повадка. Вот. Так что кукольники универсальные. Они могут и в драме работать, и с куклой. А вот драматический артист не каждый возьмет куклу, и она у него живет. А продемонстрируйте, пожалуйста, нам эту магию оживления куклы. Ну, вот этот персонаж у нас из спектакля «Поющая стрела», который мы покажем 22 сентября. Это вот тот самый Ули Гершин, о котором говорилось в начале нашего разговора. Эту куклу вожу не я. Артист сегодня занят в другом спектакле, но Ули Гершин согласился с нами приехать сюда для интервью. Вот он такой вот удивленный. В то же время он все знает. Он ездит по улусам, по всей Бурятии, вот, рассказывает Ули Геры. И все его ждут, все его встречают, потому что не было раньше телевидения. Откуда все бы новости узнавались или сказки? Вот такое. Ну вот насчет голоса я не знаю, как он говорит, но вот он тоже с нами. А расскажите, пожалуйста, еще о каких-нибудь интересных представителей вашего театра. Имеется в виду в плане кукол. Ну, в плане кукол у нас разные системы. Кукол используются в спектаклях. Есть марионетки. У нас есть прекрасный спектакль «Русалочка». Там используется и классическая марионетка, и венецианская штоковая. Это в голове шток, жесткое крепление головы. Вот. А классическая, она вся полностью на ниточках, на тягах. И в зависимости от того, что кукла должна выполнить, отсюда и количество этих вот ниточек тяга она называется. Вот. Может быть, даже до 150 доходить. И вот это как на арфе сыграть называется. Вес куклы тоже очень много значит, когда ты стоишь в вытянутом состоянии вот, над площадкой, и у тебя вот вниз уходят эти ниточки, и вот там у тебя куколка живет. А зритель сидит немного ниже, и он смотрит. Вот это ощущение, что кукла сама живет. Необходимо ли тогда иметь определенную физическую силу или все это дело привычки? Конечно, актер должен быть выносливым, сильным. Ну и привычка, естественно, она с годами возникает. Правда, здоровье почему-то не прибавляется, но, тем не менее, подготовлен должен быть актер физически, конечно. Расскажите тогда, пожалуйста, как подбирается репертуар и много ли национальных сюжетов в спектаклях? По бурятским мифам, легендам, не только по бурятским, но вообще по мифам и легендам Сибири и Дальнего Востока, сейчас у нас есть спектакли, довольно-таки он с каждым разом пополняется. Как подбирается репертуар? Ну, мы по репертуару и по художественной направленности театра обсуждаем на художественном совете, принимаем решение брать, не брать, может быть, даже кого-то приглашать на постановку. Ведь у нас категория зрителей, она же очень такая разноплановая, широкая, начиная от детских садов. Дальше у нас идут дети младшего школьного, среднего, старшего школьного возраста и спектакли для взрослых. Так что, в отличие от других театров, у нас зритель очень такой
разнообразный. Поэтому репертуар такой широкий. Мы слышали, что ваш театр не имеет своего здания. Сказывается ли это на работе и как вам приходится преодолевать эти трудности? Нет, абсолютно не сказывается, а может быть даже и наоборот. У нас больше стало сейчас выездов, больше стало путешествий, вот в частности вот сюда, в Якутию. И на следующий год я уже об этом говорил, какой у нас будет план по всей России и, возможно, даже за рубеж. Мы очень надеемся на то, что через несколько лет мы вернемся в наше здание. Очень надеемся, что к этому времени сделают полный ремонт. И по техническим, и по всем параметрам театр должен быть на высоком уровне. Приоткройте тогда, пожалуйста, завесу тайны. Чем планируете удивить нашего якутского зрителя? Ну, мы гастроли начали с вчерашнего дня. Спектакль «Поющая стрела». В 2006 году он был удостоен «Золотой маски». Спектакль «Дочь Байкала Ангара». И спектакль, который со вчерашнего дня идет, это «Ульгер-шоу». Вот 3 спектакля мы привезли к вам. Так что приглашаем всех на наши спектакли. Алла, а вы какой реакции ждете от зрителя? Ну, конечно же, хочется, чтобы мы понравились. Но я думаю, что так и произойдет, потому что дети – это универсальный зритель. Они везде, где бы мы ни ездили, одинаково реагируют. Они открыты, они ждут чуда. И когда они это чудо встречают, они, конечно же, навстречу нам с радостью, с восторгом, с аплодисментами, еще хотят. Так что я думаю, что у нас получится найти общий язык. И в завершение нашего выпуска еще раз, пожалуйста, напомните, до какого числа и где можно посмотреть ваши спектакли. Спектакли наши можно посмотреть на сцене театра юного зрителя. Сегодня, завтра, послезавтра до 23 числа будет идти спектакль. Спасибо, что приехали к нам в студию. Удачных вам гастролей. А я напомню, что у нас в гостях был Эрдени Жальцанов, художественный руководитель театра «Ульгер», и Алла Натансон, артист, кукловод театра «Ульгер». Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале «Якутия-24».